Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Сегодня, да, уже это видно, да? Да. Ага. Наш сегодняшний вебинар посвящен вопросам организации и участия в региональном муниципальном этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов 2017-2018 учебного года. У нас уже прошел первый установочный семинар, где мы кратко разобрали положение, где были разобраны некоторые сложные моменты, где был призыв подавать заявки от муниципальных образований, управления образования, чтобы нам хватить максимальное количество школьников уже на муниципальном этапе, и чтобы большинство участников обеспечить, соответственно, на региональном этапе. Но не надо забывать, что есть такие школьники, призеры и победители конкурсов партнеров, которые уже без прохождения муниципального этапа могут принимать участие в региональном этапе конкурса. Наша сегодняшняя задача – это кратко обсудить промежуточные достижения, промежуточные результаты, возможно, где-то сакцентировать на отдельных вопросах внимание, где-то простимулировать работу управления образованием, муниципальных образований. В связи с тем, что на самом деле активность оставляет желать лучшего. Кратко я расскажу, какие новые у нас сведения, новости, какие у нас, скажем так, что мы можем использовать в работе, чтобы нам количество участников приумножить и увеличить. Итак, сейчас мы находимся на сайте регионального центра, соответственно, где вы можете видеть основные разделы нашей работы. Сразу отмечу, что мы работаем по направлению искусство, наука, спорт, и как раз конкурс научно-технологических проектов у нас ложится в направлении наука. Для организации регионального и муниципального этапов мы разработали раздел, называется конкурс проектов. Когда вы на него переходите, вы, соответственно, попадаете на вот такую страничку. Это как раз раздел, посвященный всероссийскому конкурсу научно-технологических проектов и именно в Республике Коми. Здесь представлены основные сведения, соответственно, положения, где можно тоже посмотреть, основные этапы конкурса и основные направления, где тоже при нажатии на ссылочку появляется выпадающее контекстное содержание, где можно ознакомиться по каждому направлению с содержанием. Итак, вот эти все направления тоже можно посмотреть. Итак, переходя к участникам конкурса, мы специально сделали это по аналогии с сайтом Сириуса, где среди потенциальных участников на сайте Сириуса это регионы, на нашем региональном этапе это же, конечно, наши муниципалитеты. Я сразу прошу прощения, у кого еще гербов не поставлено, это дело времени, в ближайшее время это исправим. Но уже здесь, именно почему я акцентирую на подразделе участники конкурса, мы сделали следующим образом. К нам в региональный центр поступают заявки от школ и муниципальных образований. Соответственно, школу посылают в управление образования, и управление образования уже пересылает нам. И по каждому муниципальному образованию можно посмотреть количество заявок по поданным направлениям. Так, заходя в раздел «Сыктывкар», муниципальное образование Сыктывкар, мы видим, что в Сыктывкаре заявлено следующие направления. Это агропромышленные биотехнологии, персонализированная прогностическая медицина, современная энергетика, когнитивные исследования, беспилотный транспорт и логистические системы. Количество, указанное в скобочках вот здесь, это количество проектов, которые заявлены по данному направлению. Итак, мы видим, что подано 10 проектов из Сыктывкара. Но это еще не предел. Это я еще думаю, надеюсь, не предел. Поэтому переходим. Те, которые у нас подсвечены, это всего лишь Сыктывкар, Интаусицк. То есть от этих трех муниципальных образований мы получили заявки. Переходим в раздел НТА и, соответственно, видим, что с НТ подан только один проект, и это современная энергетика. Сразу надо понимать, что при подаче одного проекта конкурс будет необъективный и будут вопросы. Поэтому большая просьба обеспечить
присутствие участников уже на муниципальном этапе конкурса. Усинск. Усинск заявил достаточно много, и он пока в лидерах. Это конопляные нанотехнологии, космические технологии, когнитивные исследования, нейротехнологии, правдоподобные, агропромышленные биотехнологии и новые материалы. Что хочу сказать о держательном направлении, мы специально здесь не выставляем ни имен авторов, ни названия проектов, чтобы нам обеспечить качественный отбор проектов и чтобы не проходила утечка информации. Соответственно, здесь каждый муниципалитет видит по количеству конкурсов, может посмотреть у других муниципальных образований, как обстоят дела, как у них проходит конкурс. Но также к данной страничке есть доступ и у Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми, где они также отслеживают некоторые моменты корректировки, просят нас нести. В частности, необходимость вот этого семинара, вот такого вебинара у нас пошло из-за того, что активность отдельных муниципальных образований оставляет желать лучшего. Наша задача: в ближайшее время все управления образования получат письма с просьбой предоставить сведения об ответственных лицах за проведение муниципального этапа конкурса. Соответственно, будет обозначено ответственное лицо, и я думаю, в каждом муниципальном образовании, помимо вот этих направлений конкурсов, будут определены контакты ответственного лица, соответственно, чтобы школы и учреждения образования, и дополнительного образования могли обращаться за консультацией, могли обращаться за помощью, и, соответственно, чтобы все желающие у нас могли в конкурсе поучаствовать. Так, что еще хотелось отметить? Это такой призыв, который бы нам необходим обеспечить явку. Я напоминаю, что проходит заявочный этап, и в положении он определен до 22 января 2018 года. В связи с сжатыми сроками мы продлеваем прием заявочный вот этот этап. То есть в течение всего муниципального этапа, это вплоть до 11 марта 2018 года, мы ждем заявок на участие в конкурсе. Так и передайте всем желающим, всем школам, всем педагогам, родителям. То есть если в течение муниципального этапа вдруг кто-то проснулся, захотел поучаствовать, пожалуйста, вы ему не отказывайте, принимайте заявочки принимайте, отсылайте к нам, чтобы тоже мы могли эту учет у себя вести. Соответственно, и у вас муниципальный этап конкурса тоже будет обеспечен. Это касательно районов, которые участвовали. Важно, хочется отдельно отметить на партнерах конкурса. Это, естественно, ведущие вузы республики. Это Ухтинский государственный технический университет, Сыктывкарский институт, СГУ имени Рима Сорокина, Коми Республиканская академия государственной службы управления. Поэтому это все, и Коми-научный центр, это все те ведущие вузы, научные центры, к которым вы можете обращаться за наставниками, с научными руководителями, за консультацией. С этими вузами и с научным центром заключено соглашение о сотрудничестве, о трехстороннее соглашение. Хочу отметить, что это с Министерством образования, региональным центром и, соответственно, третьей стороной одной из вузов или научных центров. Кроме того, у нас заявлены эксперты, которые тоже готовы помочь. Это Сыктывкарский фанерный завод, это Ростелеком, это строительная организация СКАТ и ГКС Альфа. Готов подключиться и Воркута Уголь. Сегодня мы получили согласие поучаствовать в экспертном совете, соответственно, в жюри регионального этапа конкурса от компании Т+. Главный инженер компании будет у нас в жюри по направлению современная энергетика. Также Министерство промышленности Республики Коми готово оказать нам содействие в помощи экспертов и индустриальных партнеров, если такая сложность возникает.
Вот это что хочется отметить по той вкладке, по тому разделу, который появился на нашем сайте регионального центра. Вы к нему можете обращаться, если у вас будут возникать какие-то вопросы. Здесь есть телефончик, по которому вы можете связаться. Что хочется еще отметить? Это партнеры, это новые. Есть сайт, который тут представлен. Он под названием конкурс Sirius, sirius.ru. Мы переходим, чтобы понять, какие у нас изменения произошли на сайте Sirius. Сейчас сделаем удобный формат, чтобы это было читабельно. Выберем регион. Республика Коми, соответственно, у нас высветилось. Вот тут, что касается конкурса и подать заявку, это для тех участников, которых данные региональные и муниципальные этапы конкурсов не проходят. Поэтому, если у нас возможность есть провести муниципальный региональный этап, все в республике должны пройти через эту наш конкурс, а не проходить дистанционный формат. Это желательная форма. Итак, определена она приказом. Итак, основные направления, которых мы тоже уже обсудили. И что хочу здесь отметить. Отмечу сначала вкладочку как раз Республика Коми, что здесь у нас новенького. Итак, мы переходим, появились те направления конкурсов, которые у нас представлены, это все 12 направлений. И краткая информация об организации конкурса. Это и состав попечительского совета, и информация об участии, как принять участие. Соответственно, тут представлена краткая информация по срокам, куда подавать, по какому телефону обращаться. Тут можно тоже все найти. То есть, если вы не можете на сайте регионального центра найти, то можно это как второй источник тоже рассматривать. Контакты. В данном случае здесь представлены мои контакты, да, как руководителя регионального центра, оператора конкурса в нашем регионе. Положение о конкурсе. Кроме этого, возвращаясь назад, хочу отметить следующее. Здесь появился очень интересная новость касательно отчета, который был опубликован по программе «Большие вызовы», проходящей в 2017 году. Мы на установочном семинаре о нем уже говорили, но хочу еще на чем заострить внимание. Открываем этот отчет, переходим по ссылочке. Соответственно, он загружается. И в таком PDF-формате можно посмотреть некоторые итоги этой проектной смены. Итак, здесь мы видим партнера образовательной программы, соответственно, краткое содержание. И что хочу отметить, вот как раз на эту область, где представлен региональный трек, то есть те регионы, которые присутствовали в 16-17 учебном году, их было 13, и 29 регионов, которые в этом году присоединились к проведению этого конкурса и организовали у себя региональный муниципальный этап. Вот. Мы видим, что здесь появилась Республика Коми. Мы видим также, что в конкурсе приняло участие в прошлом году 23 тысячи участников. Соответственно, всего 200 из этого количества были отобраны через именно конкурсную. И 2000 заявок были поданы через интернет, соответственно, 200 участников было заявлено. В этом году, разговаривая с организаторами, были установлены следующие установки, что 300 участников будут набираться по результатам регионального конкурса и 100 участников будут набираться по заявочной системе через дистанционный трек. Далее, что хотелось еще отметить. Здесь есть очень интересная методология, которую я вам предлагаю тоже принять в работу. Особенно это касается участников, педагогов и наставников.
То есть при работе над проектом вы, пожалуйста, работаете по тем темам, которые вот представлены на данном слайде. Что еще необходимо отметить? Вот по направлениям проектной деятельности в 2017 году мы видим, что основными, более, скажем так, насыщенными и объемными с точки зрения участников программы это была персонализированная медицина, транспорт и беспилотные логистические системы и большие данные. Вот. Соответственно, конкурс на них тоже сейчас мы посмотрим. Итак, вот те данные, которые были по итогам 2016-2017 года. Мы видим, что самый большой конкурс был на агропромышленные технологии и биотехнологии. Это 24 человека на место. А микромир и спектроскопия минимальный конкурс. Поэтому мы видим количество заявок оранжевым цветом, красным цветом, количество людей, которые были отобраны. Вот, поэтому тоже можно сделать для себя определенные выводы с точки зрения выбора темы, выбора направления. Вот. И также далее представлены примеры конкурсных работ. Что делали, как представляли, каким образом выполняли. Поэтому кратко об этом я прошу ознакомиться. Здесь также представлены основные темы проекта, как их оценил руководитель направления в данном случае, Соловьев Александр Александрович. И, соответственно, какие это были. Это было исследование, либо получили продукты, либо технологии. То есть обязательно должно быть что-то на выходе должно получиться. Поэтому итоги подводили следующим образом. Либо это готовится статья, либо заявка, либо это разработка, либо еще какая-то командная, продолжается командная работа, разработанная над проектом. Вот эти основные направления вы можете ознакомиться и соответственно, передать их участникам, распространить среди учителей, наставников, чтобы у нас заявки были качественные, чтобы у нас подготовка тоже в этом направлении была обстоятельной. Что касается, значит, в завершении нашего разговора именно по участию в муниципальном и региональном этапе, что хочу отметить, что нам надо раскачивать педагогов, раскачивать школы, чтобы у нас была заявочная кампания обеспечена. Чтобы у нас, если школьники, они не проходят в предметные какие-то области, но они могут себя очень достойно и хорошо проявить в проектной деятельности, в междисциплинарных областях. Поэтому наша задача обеспечить информацией, обеспечить информационно-методическую поддержку участников и, соответственно, обеспечить максимальную явку на конкурс. Что хочу еще сказать в дополнение, возвратившись буквально на днях с конференции, которая прошла в Сириусе, где на работу нашего регионального центра были подведены итоги. Была представлена информация по двум ближайшим мероприятиям, которые Сириус уже объявил. Это значит у нас ближайшая программа по повышению квалификации для руководителей специфических работников системы общего и дополнительного образования и преподавателей химии. С 1 по 9 февраля 2018 года будет проводиться программа «Традиции, инновации в методах и формах работы с одаренными детьми на примере преподавания химии». Информация об этой программе мы уже разместили на нашей группе ВКонтакте, где можно тоже нашу группу посетить. Вот. Мы на нем перейдем и посмотрим. Соответственно, основная краткая характеристика вы можете
найти так, вот эта информация как раз по направлению, дана ссылочка как раз на проведение обучения по данному направлению. Поэтому, если есть такая необходимость, если есть возможность, в ближайшее время необходимо прямо активизироваться в связи с тем, что стоимость проживания будет в разы дешевле при ближайшей регистрации на это мероприятие. Ну, программа тут видно, можно ознакомиться будет более подробно. Значит, объем часов это 72 часа, форма очно-заочная. Даты проведения с 5 по 9 февраля проводится очный этап. Так, 9 дней 72 часа. Проводится в городе Сочи, Олимпийский проспект 1, Триумфальная улица, Олимпийский проспект 40. Это образовательный центр «Сириус». В программе примут участие доктора физико-математических наук, профессор химического факультета МГУ Еремин Владимир Владимирович. Примут Дроздов Андрей Анатольевич, кандидат химических наук, доцент химического факультета МГУ, методист Центра подготовки педагогического мастерства Еремина Ирина Вячеславовна, доктор химических наук, вот, и член Всероссийской олимпиады школьников, член Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по химии. Поэтому, если у вас есть такая возможность, прошу рассмотреть и поучаствовать. Второй момент, о который тоже было заявлено, это положение в всероссийском конкурсе среди учителей. Большие вызовы для учителей. Вот так эта программка выглядит. Я тоже в ближайшее время ее размещу. Это конкурс на лучший междисциплинарный педагогический проект. Основные цели конкурса – это выявление талантливых педагогических работников и наставников. Первый этап, я скажу сразу, что он подается все заочно, именуя нас, сразу на образовательный центр «Сириус». Первый этап проводится с 1 февраля по 31 марта 2018 года. Это проводится дистанционный этап конкурса, где надо подать заявку и разместить конкурсный материал на сайте образовательного центра. Второй этап, значит, начинается с 15 апреля по 15 мая, он уже будет очный, в городе Сочи проходить. И третий этап, он будет организован в сентябре, в декабре, это прохождение победителям стажировок на базе образовательного центра «Сириус». Поэтому достаточно интересные номинации. Это междисциплинарный урок занятия, междисциплинарный модуль, междисциплинарный курс и сборник проектных исследовательских задач и заданий для школьников междисциплинарной направленности. Критерии отбора тут тоже есть. Поощрение победителей тоже здесь прописано. Все это мы в ближайшее время тоже на сайте регионального центра выложим. Тоже приглашаем к участию. На этом у меня все. Я надеюсь, что наше вот такое взаимодействие, оно будет носить более-менее систематический характер. В связи с тем, что у нас муниципальных образований много, информации достаточно много, которые поступают через нас. Если есть дополнительные вопросы, с удовольствием обращайтесь, ответим. Чтобы не повторяться, я повторюсь, форма вебинара достаточно удобная, так как объем информации, который необходимо всем озвучить, он достаточно явно был представлен. Поэтому на этом у меня все. Благодарю за внимание. Всю информацию, которая вам необходима, можете найти на нашем сайте talantcareer.ru, либо написать в адрес на нашу электронную почту. Это resalim@mail.ru. Мы увидим. Если оперативную какую-то информацию вы можете также найти на нашей группе ВКонтакте.
Еще раз, от лица регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, от лица наших сотрудников благодарю за участие тех, кто уже активно включился в работу. И я надеюсь, что остальные муниципальные образования также активно включатся в работу, и мы еще сделаем много ребят счастливее, приведем их к победам. Спасибо большое. Да, спасибо.